Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Делать много добрых дел опасно, скажу я вам так. Вы можете удивиться, как так, Хазрат, как может быть много добрых дел и это быть опасным? Потому что опасность, она скрывается, она скрыта, и в этом и есть самая главная опасность. В том, что у человека появляется со временем, если не работать над собой, над своей искренностью, появляется высокомерие. Он начинает кичиться своими добрыми деяниями и начинает себя возносить. И тем самым он уничтожает все свои добрые дела. И в итоге в судный день, когда мы будем видеть итоги своих благих поступков, он останется без ничего, этот человек. Все добрые дела превратятся в пыль. И приводит историю имам Аль-Газали в своей книге, рассказывает о том, что в одном селении был один благочестивый человек. Он совершал так много благих дел, так много читал молитв, так много постился, что в какой-то момент Всевышний Аллах Та'аля дал ему чудо, карамат. Аллах Та'аля отправлял над ним облачко, которое постоянно давало ему прохладу и тень, куда бы он ни пошел. Естественно, обычно люди видели, восхищались и еще больше добавляли зерен высокомерия в его сердце. В какой-то момент он настолько возгордился, настолько поверил, что он все уже избранник Божий, что он точно попадет в рай. Кто, если не он? И в один из дней он шел по улицам своего селения, и к нему навстречу попался один из самых греховных людей. Он как раз недавно только покаялся. Он был в таком состоянии, приниженном состоянии. Он думал, что он недостоин даже ходить по этому миру. А он столько совершил грехов и плохих поступков, что ему было стыдно. И тут он видит этого благого, благостного человека, над которым облачко, которое постоянно дает ему прохладу и тень. И ему стало стыдно еще больше за себя. Он отвернулся в сторону от стыда. А благочестивый человек, который, кичась своим положением, своим уровнем богобоязненности, как он думал, он еще выше задрал голову и также повернул в другую сторону, подумав, этот греховный или грешный человек, он даже не достоин, чтобы я на него смотрел. И вот, когда они оба поравнялись, случилось невиданное. Облачко над благостным человеком, который постоянно находился в благих деяниях, перешло на сторону или над головой как раз греховного, но очень приниженного и в то же самое время человека, который покаялся и мечтал исправить свою жизнь в лучшую сторону. И все люди, увидев это, удивились и поняли завет Всевышнего Аллаха Та'аля. Наши сердца, они очень важны. Очень важно держать наши сердца в чистоте. В чистоте от скрытых и явных грехов и ошибок. От болезни, я бы даже сказал. Ведь высокомерие — это болезнь. Если у человека прокралось в сердце высокомерие, оно потихоньку, шаг за шагом, человека отдаляет от Всевышнего Аллаха Та'аля. Например, шайтан, как известно всем, он настолько много поклонялся, настолько был набожным, как сказали бы некоторые, что описывается, на земле не осталось даже пяди земли, то есть небольшого участка земли, где бы он не поклонялся, не читал молитву. Но в итоге эти все молитвы, многочисленные молитвы, они его не спасли. Его погубила одна маленькая деталь, маленькая, но очень важная деталь, его высокомерие. Она погубила его и отдалила от Всевышнего Аллаха Та'аля. Пусть Аллах Та'аля удостоит нас чести быть из числа тех, которые воспитывают себя, обращают свой взор на свое сердце и не допускают, чтобы в нем проросли такие сорняки, как высокомерие, злоба, ненависть, двуличие. Пусть Аллах Та'аля очистит наши сердца от всех этих скрытых и явных болезней.
И когда мы будем видеть итоги наших деяний, чтобы мы радовались их чистоте, искренности, и видя, как они были приняты Творцом, чтобы каждый из нас смог войти в райские врата с радостной, чистой душой. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.